Таджикистан и Саудовская Аравия подписали соглашение по хаджи и умре 2023. В Душанбе арестован блогер за оскорбительные выходки в соцсетях. США передала Узбекистану спецтехнику для наблюдения стоимостью в $600 тысяч. Энтони Блинкен посетит с визитом Китай. Путин решил денонсировать международные договоры Совета Европы. На полях конференции выставки услуг хаджа и умры Экспо Хадж-2023 заместитель министра хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия подписал соглашение с делегациями ряда стран, регулирующее совершение обрядов хадж и умра в текущем году. В частности, заместитель министра хаджа и умры Саудовской Аравии подписал соглашение с делегацией Республики Таджикистан об организации сезона хаджа 2023, которое предусматривает выделение квоты для таджикских паломников, пути въезда и выезда, размещения и проживания и другое. Выставка «Экспо Хадж-2023» – это мероприятие, связанное с хаджем и умрой, с участием представителей более 57 стран, более 70 спикеров и экспертов, 200 компаний, работающих в сфере хаджа и умры. Выставку посетили более 60 тысяч человек. Выставка проводилась в рамках реализации национальной стратегии Королевства Саудовская Аравия «Ведение королевства 2030». В городе Душанбе арестован еще один блогер. На него пожаловались жители столицы, обратившиеся в управление МВД города Душанбе. Как сообщает пресс-служба МВД, граждане потребовали принять законные меры в отношении блогера, который регулярно публикует на своей страничке в Инстаграм оскорбительные видео. Было установлено, что этим блогером является 20-летний житель столицы Хихмадзода Хабибулло Убайдулло. Он был задержан и доставлен в милицию. Хабибулло Хихмадзода был привлечен к административной ответственности и решением суда района Шох-Мансур арестован на 5 суток. Также молодой человек получил строгое предупреждение впредь не допускать оскорбительные выходки в социальных сетях. Правительство США предоставило пограничным войскам СГБ Узбекистана 225 единиц инфракрасных монокулярных тепловизоров ФЛИР общей стоимостью $600 тысяч. Полковник Бахтияр Мансуров, заместитель командующего пограничными войсками Узбекистана, принял технику от посла США Джонатана Хейника. Сообщается, что оборудование для наблюдения было передано в дар фондом ядерного нераспространения и разоружения Госдепартамента США. Американская сторона отметила, что это часть почти 3-миллионной помощи, оказанной Узбекистану в сфере безопасности. В посольстве выразили надежду, что передаваемое оборудование наблюдения улучшит возможности погранвойск по охране государственной границы Узбекистана, патрулированию зеленой границы и позволит оперативно реагировать на пограничные инциденты. Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит с визитом Китай, об этом сообщает «Медуза». Эту информацию, распространенную изданием «Политика», 17 января подтвердил высокопоставленный источник CNN в Госдепе. Визит Блинкена планируется на 5-6 февраля. В ходе него, как ожидается, он проведет переговоры с главой МИД Китая Цинганом. В Пекине уже официально заявили, что приветствуют визит и что стороны в настоящее время обсуждают отдельные детали. Блинкен станет первым высокопоставленным представителем администрации Байдена, который посетит Китай. В последний раз госсекретарь США приезжал в Пекин в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп. Из законов о чрезвычайном положении и о военном положении России может исчезнуть требование об их соответствии международным обязательствам этой страны в сфере прав человека. Это произойдет из-за того, что президент России Владимир Путин предложил Госдуме денонсировать задним числом международные договоры Совета Европы, в которых Россия с 16 марта 2022 года фактически не участвует. Россия была исключена из Совета Европы из-за военных действий с Украиной. Законопроект объемом 338 страниц содержит 21 международное соглашение, участвовать в которых могут только государства-члены Совета Европы.
Это в основном уставные документы, а также 2 европейские конвенции по правам человека и о пресечении терроризма, плюс 2 европейские хартии местного самоуправления и социальные. Об этом передает BBC. Путин предлагает денонсировать весь пакет задним числом с 16 марта 2022 года.